сейчас нахожусь в городе Кечкемет в Венгрии. Кечкемет означает кечки, это эчки по-киргизски, что означает козел. Здесь были древние куманы, которых еще считают кипчаками. Они были кипчаки сейчас один из племен, является одним из племен кыргызского народа. И кипчаки были распространены, дошли до Венгрии, видимо, они были великим народом, их русские назвали половцами. Многие кипчаки ассимилировались среди многих евразийских народов, включая кавказских народов, включая грузин и армян. И, как вы знаете, кипчаки известны в Европе кодекс Куманикус, потому что они исповедовали, в большинстве своем, они исповедовали христианство. И написали кодекс Куманикус. Я написал книгу о религиях Шелкового пути, и там я нашел, значит, на армянском, с армянскими буквами, если транслитировать на кириллицу, получается это почти на киргизском. Кыпчакский язык это как бы ближе, чем казахский был. Сейчас, конечно, ассимилировались кыпчаки среди киргизов и среди других соседних народов, но это было из Библии «Отче наш». Вот здесь, в этом городе, они, значит, пришли, оставили свои следы. Но многие венгры, которые имеют евразийские, центральноазиатские сейчас корни, сибирские корни, они, конечно, об этом не знают. Так как здесь жили славянские народы, они ассимилировались со славянскими народами, и даже у них язык, структура языка изменилась. У них многие конструкции являются не агглютинативные, не центральноазиатские, а европейскими. И венгерский сам язык не центральноазиатский, не тюркский, хотя содержит очень много тюркских элементов. Об этом у меня есть словарь онлайн, который по веб-сайту multilorg.hr. И там можно видеть очень много слов, заимствованных из киргизского, тюркских языков. Но сейчас венгерский язык и их этнический состав, ДНК не содержат в большинстве своем азиатских корней. Очень малое число, может быть, у них есть, так как видите, этот Кечкемет, где были куманы, где были кипчаки древние, это были почти очень близкий этнический состав, один и тот же, можно сказать, этнический состав. Вот, Кечкемет находится ближе к Сегеду, между Будапештом и Сегедом. Но здесь, как в степи, очень ветрено и холодно сейчас. За мной это музей икон, православный икон, но венгры не являются православным народом. В большинстве своем венгры это атеисты, прикрывающиеся христианством. У них христианства почти нет. Очень мало людей действительно верят в то, что написано в Новом Завете, что Иисус Христос есть Сын Бога и Спаситель человечества, что Он умер и воскрес и придет. Этого у них такой веры нету. У них есть идентичность. Они идентифицируют себя христианством, но никак это не отражается в их повседневной жизни. Европа сейчас является не христианским центром, но у них фундамент христианский. Везде церкви, везде законы и везде порядки, обычаи взяты и глубоко укоренены в христианской религии. Поэтому здесь очень, так сказать,
безопасно. И отношение к людям очень вежливо, с уважением. Видимо, законы хорошо работают. На улицах везде чисто, все, везде порядок. И всегда надо сказать приветствие и до свидания, когда уходишь. Люди, даже незнакомые, если спросишь дорогу или что, с удовольствием подскажут. Но есть, конечно, и негативные стороны, но, как говорится, у нас, у кыргызов, у кого ты попробовал соль, ты должен уважать их. Я попробовал соль венгерской земли, и о них не хочу говорить ничего негативного, хотя у них очень много таких негативов, как и у нас. Но позитивов, чему можно научиться есть у них, это чистота, порядок, это безопасность, уважение к людям, уважение к своему языку, очень сильное уважение к своему языку. В этом городе никто не знает английский, очень мало людей знают английский, и на улицах везде надписи на венгерском языке. У них это очень сильно развито. Не потому, что, наверное, они такие особенные, а потому что, наверное, правительство хорошо работает над тем, чтобы язык объединял всех. Хотя среди венгров очень много, так сказать, новых венгров, которые себя считают венграми, но имеют фамилии славянские. Очень много хорватских фамилий, немецких фамилий, но они никак себя не ассоциируют ни с Германией, ни с Хорватией. Они себя ассоциируют с Венгрией и считают себя венграми. Вот вкратце в этом маленьком городе такая информация пока.